Зрение – это драгоценный дар, позволяющий воспринимать мир во всем его богатстве и великолепии. Это один из самых жизненно важных органов чувств, но его часто воспринимают как должное, пока не возникнут проблемы. С возрастом наше зрение естественным образом претерпевает изменения, и не в лучшую сторону. Именно поэтому регулярные проверки глаза являются важнейшим компонентом поддержания общего здоровья. В нашей стране есть государственные учреждения, где проводят необходимые мероприятия по восстановлению зрения, но наряду с ними открываются и частные центры. В этой передаче мы хотели сравнить условия работы в государственной офтальмологической больнице и частных центрах в Сухуми. Но главврач госучреждения нам в этом отказала, хотя у нас были добрые намерения, и мы хотели всего лишь обозначить проблемы в больнице. Поэтому расскажем вам сегодня про работу двух частных клиник «Абла» и про зрение. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Но первоочередной мой момент – это не финансы, это помощь нашим пациентам, это главное. Наша клиника изначально открывалась, чтобы создать рабочие места. И цена, и прием, и лечение физио, как бы невысокая. Может быть, дорого, действительно, но они меня всегда принимают уже. Навстречу пошел, он бесплатно всегда мне проверять, если что-то, я могу прийти спокойно и... Нету врачей, у которых нету проблемных пациентов, значит, он ничего не делает. Даже при успешно проведенных операциях и высоких показателей пациенты бывают недовольны. Если в России стоит 50 тысяч, да, например, гипотетически, то мы сделаем в разы ниже. 3-5 пациентов в месяц я бесплатно оперирую чисто вот от клиники. Врач-офтальмолог Анна Ковы в профессии более 10 лет. Закончила медицинский институт в Башкирии. Затем долгое время повышала квалификацию в лечебных клиниках Красноярска. После возвращения на родину она какое-то время работала в республиканской глазной больнице. Получив необходимый опыт, Анна решила открыть свою частную клинику и ни разу об этом не пожалела. 10 лет назад в Сухуми открылась клиника микрохирургии глаза «Абла». Ребята, первое в любом деле – это воля, это твое желание, бешеное. Вот бешеное желание, и ты идешь вперед, тебе все равно. Я шла туда, куда, не зная, иду. Но был такой запал, и мне так хотелось сделать что-то, что я не смотрела, что будет завтра. Да, я рисковала безумно, и с финансами рисковала, и тем будет ли возможность вообще. Если учитывать, что это было более 10 лет назад, конечно, это первое, это нормативной базы не было совершенно никаких связей, и мы были первые. Наша клиника, первая частная клиника, которая появилась на территории Абхазии. Вот. Конечно, мы столкнулись с огромным количеством проблем, с тем, что надо строить, надо вообще, то есть как бы организовывать эту работу и налаживать контакты и так далее. Но с Божьей помощью мы более 10 лет работаем успешно в этой сфере, и у нас прекрасные контакты, прекрасные отзывы. За 10 лет работы мы очень выросли, и каждый день есть куда развиваться, и я этим очень горжусь, говорит Анна Ковы. Сегодня у клиники хорошие контакты с российскими коллегами. Также сюда приезжают специалисты, которые ведут приемы. Созданы условия, чтобы сотрудники центра регулярно повышали свою квалификацию. Здесь предоставляют широкий спектр услуг. Это лечение глаукомы, лазерные операции на сетчатке глаза, разрывы, дистрофии, лечение первичной и вторичной катаракт с имплантацией линз любого качества. По мере необходимости оказывают экстренную помощь. За год в клинике Абла проводят до 500 операций. Хоть я и являюсь частной клиникой, но первоочередной мой момент – это не финансы, это помощь нашим пациентам, это главное. И это всегда то, что ведет меня по жизни. Вот и все. Возможно, это отличает меня от сегодняшних реалий и от сегодняшних частных клиник, которые образовались вчера и сегодня. У нас детская аппаратная очень хорошая, так, кабинеты аппаратные, у нас очень большие направления, которые, скажем так, в детской офтальмологии, которые
которые направлены на стабилизацию близорукости, там, астигматизма, лечения и так далее. Вот. У нас замечательный детский доктор, я очень хотела, но просто она уехала, и мы не смогли состыковаться. Это Валентина Григорьевна Скоморохина, которая более 10 лет работает, то есть она на приеме, она единственный в Абхазии детский офтальмолог, то есть сертифицированный. Ну, как бы из всех. Вот. Конечно, со мной работает мой коллега, то есть это оперирующий хирург Лаврентий Васильевич Попов. Ну, в общем, у нас достаточно большой коллектив, и мы пополняем его и ждем сейчас еще, пока не будем раскрывать какие-то секреты. Но Коллектив состоит из 15 человек. По словам главврача, клиника оснащена оборудованием от производителей мировых брендов. Сегодня в Абхазии купить оборудование в реализацию невозможно, говорит Анна Ковы. Но несмотря на все сложности и затратность, руководство центра старается каждый раз докупать новую технику. Здесь проводят ангио-КТ глаза. Это современный метод диагностики, который позволяет получить трехмерное изображение сосудов сетчатки и зрительного нерва без использования контрастного вещества. Этот метод, являющийся развитием оптической когерентной томографии, позволяет визуализировать мелкие сосуды и оценивать кровоток, что важно для диагностики и лечения многих глазных заболеваний. Оно дает нам возможность на самом раннем этапе, прям на самом раннем, выявить то, что глазом не видно. То есть я могу посмотреть, любой другой человек посмотрит. Выявить это на раннем этапе невозможно. Это может только сделать вот так аппарат. Естественно, это не просто ты поставил аппарат, это нужно обучаться, этому нужно годами прийти к этому. Естественно, мы должны еще расти. У меня есть как бы задумки, и это вот, скажем так, ближайшие, я думаю, которые дадут возможность еще больше раскрыть потенциал. Поэтому, то есть мы стараемся максимально закрывать то и делать закрытые циклы. Что такое закрытый цикл? Это, например, вот у человека сахарный диабет, да, то есть это у него осложнение от сахарного диабета. Для того, чтобы он был под контролем, эндокринолог должен послать к офтальмологу. Офтальмолог, придя ко мне, должен посмотреть вот в щелевую лампу, потом сделать обязательно компьютерный томограф, который вы видели, потому что без этого, без определения, что происходит в этой сетчаточке, как вы видели, красивенькой, да, то есть мы не увидим, как разрушил сахарный диабет сетчатку, и что нам дальше делать, и что ждать от этого человека и от зрения этого человека. Естественно, если мы видим уже проблемы в сетчатке, соответственно, мы благодаря этому аппарату можем понимать, как нам дальше быть. И дальше, если там есть диабетические отеки, соответствующие осложнения сахарного диабета, если там есть диабетическая ретинопатия и так далее, то мы уже применяем интравитреальное введение специальных препаратов, которыми я занимаюсь в нашей клинике, мы занимаемся, это ингибиторы ангиогенеза, которые позволяют стабилизировать зрение человека и не дать ему ослепнуть. То есть вот комплекс. И вот если нету комплекса, и одна деталь из этой цепи ушла, то уже мы помочь человеку не можем. Вот в чем ваш ответ на ваш вопрос. Для чего нам нужно? То есть каждая нозология, то есть болезни, она должна иметь свой закрытый цикл. Вот так. Это что касается и болезни, и соответствующего его оборудования. В день съемок в клинике Абла пациентов было немало. Мы поинтересовались у них, что же их привлекло в частной клинике и почему они выбрали ее, а не государственное лечебное учреждение. Привели свекровь, мы обследовались в Гаграх. Нам потом вызвали сюда полное обследование сделать, подготовить к операции. Больше доверия, наверное, внушила, внимательность, не знаю, больше понравилось здесь. Ну а по деньгам мне недорого выходит? Может быть, чуть больше, но качество, наверное, больше стоит, чем деньги. Кырцват арасында қойшы бра жараус суан ачкуна бара айтсахан операция. Бара бжебет частный клиника. Нас апрах сауасалаки. Аха проблема коза проблема самтит операция. Айбеки аки гетсаречу парис самтит. На направление агенткара соцхарцевна помощь, материальная помощь соцхарцевна заведение юстаху. Привела свою маму. Вчера мы были первый раз с ней,
А почему именно сюда привела? Потому что я сюда водила своих детей. У меня двойняшки, девочки, и вот проблемы были немножко с глазами, и вот мы стали сюда ходить, и мне, в принципе, эта клиника понравилась, и сам врач. Ну, сейчас были мы у детского врача, это другое чуть-чуть. Сейчас мы ко взрослому пришли. Но я, честно говоря, вчера, когда мы были у взрослого, тоже мне это очень понравилось. У нас была операция у мамы 7 лет назад. Ну, она как бы очень правильное решение приняли. Мы вот, ну, один глаз уже сделали, второй будем делать. Очень средняя такая и цена, и прием, и лечение, и физио. Как бы невысокая. И что касается сейчас мамы, опять же, космических цен я здесь не вижу. 3 года назад в Сухуми открылся Центр микрохирургии глаза прозрения. Главврач центра – офтальмолог-хирург Астамур Гулария. В профессии он с 2008 года. Интернатуру заканчивал на родине, затем уехал в Москву для прохождения ординатуры. После завершения учебы он работал в различных частных клиниках практически по всей России. Затем он открыл частный глазной центр в городе Ковров Владимирской области. Впоследствии он считался одним из лучших центров во всей области. По словам Астамура Гулария, спонсоры были щедры и не скупились на приобретение дорогостоящего оборудования и создание необходимых условий для работы. И это дало ему возможность раскрыть весь свой потенциал. Тогда он и задумал открыть подобный центр в Абхазии. Когда это осознание пришло, я решил вернуться домой. Потому что дома не было такого центра. Есть офтальмологи, хорошие офтальмологи есть, врачи хорошие есть, но такой хирургии, как я представляю, здесь такой хирургии не было. Нашим многим гражданам приходилось уезжать. Они приезжали и ко мне, будучи работая в России, и у меня оперировались там. Но это им тяжело уезжать за пределы Республики Абхазия. И наступил тот момент, когда я смог открыть клинику дома. Задача моя была создать такой центр, чтобы наши граждане получали здесь всю необходимую офтальмологическую помощь в том качестве, как получают ее в России. Ну, самое ближнее государство – это Россия. И многие уезжали из Абхазии в Россию, попадали там в разные центры, там их оперировали, потом они возвращались домой, и не всегда их должным образом наблюдали. Сюда я много раз возвращался, хотел устроиться на работу, но, к сожалению, не было такого вот центра, и мне не могли дать ставку там врача или еще что-то такое подобное. Работая в России, я несколько раз приезжал к нашему министру и говорил о том, что я хочу домой вернуться, планирую, но, к сожалению, тогда был не нынешний министр, другой министр был, но не было, так скажем, ставок для работы молодого специалиста. Прозрение – это сеть медицинских центров микрохирургии глаза, которая имеет филиалы в разных городах России, теперь и в Абхазии. Клиники предлагают услуги по диагностике и лечению различных глазных заболеваний, используя современное оборудование и методы лечения. В прозрении есть операционный блок, предоперационная, стерилизационная, диагностический кабинет, регистратура, ведутся электронные истории болезней. Врачи оперируют пациентов со сложными случаями и выявляют на ранних стадиях тяжелые патологии. Человек, который обращается сюда, получает расширенное обследование и современное лечение. В этом центре проводят высокотехнологичные операции. По словам Астамура Гулария, даже в России не везде делают подобные оперативные вмешательства. Например, в Сочи нет такого хирурга. Он приезжает из других городов. А наши специалисты в прозрении применяют витреоретинальную хирургию. Это сложная область офтальмологии, включающая операции на сетчатке и стекловидном теле для восстановления зрения. Эти операции предназначены для лечения таких состояний, как отслойка и разрывы сетчатки, а также диабетическая ретинопатия. Самое тяжелое было это обустроить операционную. И как финансово, так и много моментов было, которые было тяжело решать. Но, слава богу, эти моменты решились, и мы привезли в Абхазию самое современное оборудование на сегодняшний день, которое есть. Это микроскоп и операционная машина. Вот
наверное, это самые дорогостоящие и тяжелые моменты были основать. Ну, потом обучение нового коллектива, прием на работу молодых специалистов. Мы исключительно работаем со специалистами непосредственно из Абхазии, то есть мы даем рабочие места нашим молодым специалистам. Они возвращаются домой и уже работают у нас в клинике. Клиника развивается, то есть клиника не стоит на месте, она постоянно пополняется новейшим оборудованием. Совсем недавно мы в диагностику приобрели компьютерный томограф. Это довольно-таки высокотехнологичный аппарат, который позволяет исследовать очень тонкие структуры глаза. И диагностический центр расширился возможностями лечения пациентов с заболеваниями сетчатки, глаукомы, сахарным диабетом. Хотелось бы остановиться на таком опасном заболевании, как глаукома, которое приводит к полной и безвозвратной слепоте. Полностью вылечить ее невозможно, поскольку утраченное зрение нельзя вернуть, а заболевание носит хронический характер. Однако при своевременном начале лечения можно остановить или замедлить прогрессирование болезни и сохранить зрение. В прозрении есть специальное оборудование, которое позволяет выявить эту болезнь на совсем ранних стадиях, поэтому глаукому у нас можно успешно диагностировать уже при первичном осмотре. Частная медицина – это про здоровье. То есть, если государство не может обеспечить клиники свои государственные таким оборудованием, такими специалистами, то что делать тогда? Тогда человеку болеть. Моя частная медицина направлена на то, чтобы я здесь работал, чтобы я здесь жил и занимался своим любимым делом. И чтобы мне не было стыдно за то, что я делаю. Моя частная клиника, она не направлена на бизнес. Если бы она была бы направлена на бизнес, я бы формировал бы другую политику и в клинике, и вообще в целом. Если гражданин не имеет возможности оплатить свое выздоровление или здоровье, то Министерство здравоохранения работало и работает довольно-таки эффективно и помогает малоимущим людям. И такой системы здравоохранения, как в России, у нас нет. Для того, чтобы такая система здравоохранения, как в России была, в системе ОМС, надо платить соответствующие налоги и за свое все равно здоровье платить. То есть из зарплаты вычитаются и идут в бюджет какие-то деньги, которые потом возвращаются в Министерство здравоохранения. И это круговорот, да, это круговорот. Бесплатного нету ничего. Не может быть бесплатно. Пациенты центра, с кем нам удалось побеседовать, довольны своим выбором. В первую очередь их привлекает качество лечения, вежливый персонал и наличие современного оборудования. Краснодар инаркны акырсны қойдаха сырисықхо глаукома зыхсу дара ахштроодю. Аджи мапылкит сары ибиху здрудаха исзухзумлхай. Ари расахай сырсымчыз хозик қассот ихид. Был ебо бапсахынзыту қассот ихам пшиш кусазот, абршиш бойпшат засчажо сқазаз ереоп. Дара джеба сынди билдырсхаqa. Ере ибзурала, ицарала, ихшуяла. Загис чугдиха секуршаны брас жбос рахо сқазаз абре уипсио. Лечение я прохожу в течение, вот уже 4-й год прошел. У меня восстановилось зрение на 100%. Я вообще могла потерять. И плюс еще провел операцию, катаракту. Я теперь на все 100% вижу, зрение восстановилось. Также я маму здесь оперировала, ей 92 года. Представьте себе, человек в 92 года со своими возрастными заболеваниями и прочими. Конечно, мы боялись, риск был. Прекрасно провел операцию. Во-первых, самое главное, что это близко, здесь в центре. Во-вторых, я давно про уважаемого Астама расслышал. Все, понимаешь, когда я смотрю, определяю по тем, как здесь оборудовано, какая чистота, какой порядок. Вот этим я доверился.
Вот я правый глаз свой оперировал, вот уже когда это было? 2 года назад. Вот оперировал и прекрасно вижу, и читаю, и все. Вот. Это, конечно, может быть дорого, действительно, все. Но они меня всегда принимают, уже навстречу пошел, он бесплатно всегда мне проверять, если что-то, я могу прийти спокойно и это. Вот. Это прекрасно, да, прекрасная клиника, прекрасная. Я доверяю нашим врачам. Мне нравится, вот сегодня очень много молодых, которые очень перспективны. Им просто немножко помощь нужна от государства. И плюс еще, когда доверие между больным и врачом, это очень большой результат будет. Александрович Астамур, он сколько лет работал в России? Прекрасно мог там остаться и работать. Но приехал же и работает. И вот, слава Богу, я считаю, что для меня это большая помощь. Частные клиники есть во всех цивилизованных странах. Они существуют в условиях здоровой конкуренции. Частные клиники часто предлагают более короткие сроки ожидания, комфортные условия пребывания. Однако стоимость услуг в частных клиниках, как правило, выше, ведь существуют они за счет своих пациентов. При этом главврачи центров, о которых идет речь в нашей сегодняшней передаче, утверждают, что их клиники не нацелены на коммерческую составляющую. Основная задача – оказать офтальмологическую помощь пациентам и сделать ее доступной для граждан. Да, цены здесь чуть выше, чем в государственных клиниках, но зато значительно ниже, чем в России, говорят они. Если учитывать, что сегодня госучреждение, по сути, не должно иметь никакую цену, да, то есть, это госучреждение, но мы же понимаем, мы все адекватные люди, мы все прекрасно понимаем, что на сегодняшний день медицина, по сути, в наших уже 20, чуть ли не близко 22 веке, то есть не может быть, по сути, бесплатной. Потому что не из-за того, что человек не может работать там, да, как альтруист, а потому что для того, чтобы он что-то сделал, нужно купить оборудование, нужно вложить, и не только купить и поставить, нужно его обслуживать. Цены на те же услуги, которые в округе. И все, мы смотрим на это и, понимая наши условия, мы делаем их в разы просто ниже, чем в том же Адлере. Все, других нету. Мы смотрим по возможностям Абхазии. Если в России стоит 50 тысяч, да, например, гипотетически, то мы сделаем в разы ниже. То есть на этом как-то мы стараемся просто сделать так, чтобы было возможно пациентам нашим жить и работать. И еще раз говорю, не основная задача, то есть заработать $1 миллиард или $1 миллион. Нет, совершенно нет, мои дорогие. То есть для меня самая основная задача – это пациенты. Наша клиника изначально открывалась, чтобы создать рабочие места. Ценовая политика у нас исходит из многих факторов. Это аренда помещения, зарплата тем людям, которые здесь работают. Это расходный материал. Мы закупаем расходный материал, лучшее, что есть в офтальмологии. И из этого все и строится. Мы строим из того, чтобы клиника не закрылась, а существовала, потому что мы не получаем ниоткуда финансирования. Пациент за свое здоровье, он будет платить везде. Нету такого, даже в России не существует бесплатной медицины. Вы сегодня по полису в России что-то можете получить, но я вас уверяю, вы все равно будете платить за что-то. Самой медицины бесплатной не может быть априори. То есть вы за эту медицину платите, вы должны платить, и я должен платить. Каждый человек платит за что-то. Бесплатного ничего нету. Если человеку нужна какая-то операция, если он уезжает в Россию, она в среднем, допустим, стоит в России 10 рублей, плюс дорога, плюс проживание, оно обходится в 20 рублей. У нас это стоит 9 рублей, образно говоря. У нас нету такого, чтобы содрать с пациента что-то и сделать. Мы живем дома. Я такой человек, который я кладу его и оперирую вообще бесплатно. И говорю, будь здоров, мой брат. Это я, но это неправильно. Это просто я такой человек.
А если вот правильно, то да, мы стараемся послать в Министерство здравоохранения, то есть просим, иногда очень просим, пожалуйста, помогите. Они говорят, конечно, поможем. Если есть возможность у них, то они всегда помогают, реально. Если есть у меня возможность, ребят, я всегда помогаю, и это даже не оговаривается, но это просто человеческий момент. Вот я плачу за 5 пациентов, 3-5 пациентов в месяц. Я бесплатно оперирую, чисто вот от клиники. Да, у нас вот так, 3-5 пациентов мы оперируем, не прием ведем, а оперируем. Инвалиды Отечественной войны наши, я вас перебиваю, они 3 года смотрятся здесь бесплатно. Но это государственная программа, Нет, да? это Или нет. же платят инвалиды, за них фонд инвалидов? Нет, фонд в первый год сразу перестал работать с нами. Первичный прием и вторичный прием, и 25-ричный прием наших инвалидов Отечественной войны здесь абсолютно бесплатны. То есть они обследуются, в среднем, чтобы вы понимали, в ценовой сегмент такого обследования от 3 до 5 тысяч рублей. И вот мы их смотрим бесплатно, полноценно. Очень эффективно работали с Минздравом, и Минздрав эффективно очень помогает гражданам Абхазии. И довольно-таки такие серьезные, тяжелые, высокотехнологичные операции министерство помогает оплачивать гражданам. И мы делаем цены соответствующие, чтобы не опустошать бюджет Министерства здравоохранения. Конечно, и в этих клиниках встречаются недовольные пациенты. Это люди, которые по разным причинам не удовлетворены качеством медицинской помощи, условиями лечения или общением с персоналом. Врачи выделяют несколько типов таких пациентов. К ним относятся как пациенты, чья критика конструктивно и указывает на реальные проблемы, так и те, кто выражает недовольство эмоционально, без конкретики, а также пациенты, которые могут быть настроены враждебно и заранее планировали конфликт. Конечно, здесь возникает вопрос о защите прав пациента, так же, как и врача, который должен быть закреплен законодательно, но в нашей стране недоработан и не применяется. А голословные обвинения так и остаются просто разговорами. Нету врачей, у которых нету, некрасиво сказано, но у которых нету своих, проблемных пациентов. Значит, он ничего не делает. Это однозначно. То есть будешь сидеть ровно, ты будешь для всех хороший. Если есть какие-то пациенты, может быть их немного, но поверьте, каждого из пациентов за 10-13 лет, может их 3, 5, 6 человек, не больше, да, кто-то где-то, который, может быть, скажем так, в чем-то не понял. Или ожидание реальности и того, что произошло, немножко отличалось от его умопонимания. Каждого знаю, каждого помню, каждого на телефоне. И если есть возможность где-то что-то сделать или, например, где-то есть больше возможность, конечно, буду вести. Всегда, всю жизнь, всегда на контакте. Сегодня уже с учетом, как говорится, вот этого опыта 10-летнего, я оговариваю каждую деталь, чтобы человек знал, что возможно быть в реальности. Потому что я иду, не знаю, с чем я столкнусь. Придет нормальный, придет не сильно нормальный, неадекватный, придет с адекватной проблемой или с запущенной и будет требовать решения здесь и сейчас. То есть это невозможно предугадать. Разные люди, даже при успешно проведенных операциях и высоких показателей, пациенты бывают недовольны, как и везде. То есть такого не бывает, что пациент был из 10 один пациент недовольный, может быть, образно говоря. Но мы стараемся объяснить, рассказать подробно и развеять все их сомнения или жалобы, которые имеют. Бывает такое, что они обращаются Есть такие, вот буквально сегодня такой пациент был, они потом выезжают за пределы Республики Абхазия, приезжают в институты, во многие клиники, и их обратно отправляют, и их сомнения очень быстро развеиваются. И говорят, что у них все сделано на высшем уровне. Потом они, конечно, приходят уже чуть-чуть приземленные и
осознают. У нас, к сожалению, не знаю, с чем это связано, но немножко подорван так авторитет именно врачебно. Именно больше как-то доверяют приезжим докторам или же там, иностранцам, российским врачам, нежели нашим. У нас очень много хороших врачей, офтальмологов в том числе. У нас здесь не только моя клиника работает, здесь еще есть клиники, которые также работают и на таком же хорошем уровне. С возрастом риск развития различных заболеваний глаз увеличивается, поэтому пожилым людям рекомендуется чаще посещать кабинет офтальмолога. Например, людям старше 60 лет необходим осмотр не реже 1 раза в год, даже при отсутствии известных факторов риска. Но, к сожалению, в современном мире из-за постоянного пользования гаджетами риск ухудшения зрения у детей резко возрос. Вот почему врачи рекомендуют вводить детей на профилактический осмотр чаще. Гаджеты на самом деле для детей это довольно-таки серьезная проблема. Родителям советую не жалеть детей, а ограничивать их в долгом проведении за телефонами, айпадами, там, планшетами. И приводить на осмотр, не ждать, когда же ребенок начнет жаловаться, а раз в год проводить исследования, и тем самым сохранится зрение. Вспомните школьное время. 45 минут мы занимались, да, детишки? Это не просто 45 минут школы, это специально рассчитанная была такая математически, что вот в это время зрительная система в спокойном режиме может воспринять, почитать, там, пописать и так далее, без проблем со зрением. То есть, без проблем для того, чтобы снижалось зрение. Дальше уже идет нагрузка. Вот, поэтому в таком же режиме для родителей побольше ультрафиолета, побольше возможности подышать воздухом, посмотреть вдаль. Вот это основная задача сегодня для детишек. А если уже возникли проблемы, то, соответственно, приходить на приемы, не откладывать и проходить курсы лечения. Того ребенка, который школьник, 2 раза в год. Начало, перед школой и в конце года. Вот так. Профилактические меры позволяют сохранить хорошее зрение, даже если есть риск развития серьезных заболеваний. Не пренебрегайте регулярными визитами к офтальмологу, если хотите быть здоровым и жить полной жизнью. Многое в медучреждениях зависит от руководителя. Наладить работу, набрать квалифицированных специалистов, приобрести оборудование, провести ремонтные работы – все это должен организовывать главный врач. Если это государственное медучреждение, добиваться у государства. А государство, в свою очередь, должно быть заинтересовано в обеспечении комфортных условий для пациентов, чтобы сделать свои медучреждения конкурентоспособными. Тогда пациент сам решит, в какую клинику он пойдет. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!